Здравствуйте. На телеканале БСТ время подвести итоги недели. В студии Лена Насырова. И в начале коротко о главном. Новый уровень заботы о маленьких пациентах. Им сильно повезло в таких условиях получить лечение. Глава Башкортостана посетил детскую поликлинику, которую открыли в Абдилиловском районе в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Хорошие условия для детей, для воспитания детей, для лечения. Праздничные богослужения, крестные ходы и пасхальные литургии. Господь нам дает радость и веселье. И этим радостью и весельем мы, конечно же, восполняемся душею и сердцем. Православные христиане отметили главный церковный праздник – Светлое Христово Воскресенье. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Циничный расчет, прикрытый штампом в паспорте. Он понял, что его обманули, когда уже начали списывать с карты денежные средства. В Башкортостане суд признал недействительным брак погибшего участника СВО, заключенный за день до подписания контракта. Случай не единичный. В настоящее время расследуется уголовное дело о получении мер социальной поддержки в виде выплат. Полет длиной в 65 лет. В честь Дня космонавтики в Башкортостане прошла неделя космоса. В Башкортостане создадут программу для повышения престижа профессии учителя. Такое поручение дал глава республики во время форума школьного образования «Взлетай». В этом году масштабное мероприятие было посвящено проблемам преподавания информатики, внедрению информационных технологий в сфере образования, в том числе применению искусственного интеллекта. Все подробности в репортаже Руслана Батыргареева. Директора школ, педагоги, психологи, советники по воспитанию, а также приглашенные эксперты, более 600 представителей отрасли собрались в здании Уфимского конгресс-холла обсудить ключевые направления развития системы образования. Центральная тема форума «Взлетай» – цифровая трансформация образования, преподавание информатики и внедрение технологий искусственного интеллекта в учебный процесс. Я думаю, это очень нужная вещь, тем более дети сейчас продвинутые, чтобы решить задачи, они могут спросить, как можно решить, какие виды можно для себя, не просто однотипные задачи решения, и разных видов можно найти. В рамках форума в Уфе прошел первый съезд учителей информатики, который объединил 550 преподавателей. Повышать квалификацию им помогали федеральные эксперты, в частности, представители платформы Яндекс.Образование. На территории республики уже 8 лет реализуется проект Яндекс.Лицей. Это бесплатные курсы по программированию для детей, 7 опорных площадок в регионе. И сегодня мы будем говорить о запуске нового направления искусственный интеллект в рамках этих площадок и надеемся получить поддержку региона в этой реализации. Республика уж точно окажет поддержку, учитывая, что Башкортостан поставил перед собой амбициозную задачу к 2030 году войти в топ-10 регионов России по развитию искусственного интеллекта. О приоритетных же направлениях развития системы образования детально говорили уже во время пленарного заседания форума школьного образования «Взлетай». Участие в нем принял глава Башкортостана. Ради Хабиров в начале своего выступления рассказал об успехах наших школьников на олимпиадах, что является хорошим мотивирующим фактором для развития системы образования в регионе. Мы ведь из года в год начали поднимать результаты ЕГЭ. Первый показатель. Хороший. У нас в прошлом году 300-бальник появился. Вообще такая история. В этом году, вот я всегда знаю, Эльдар Маратович мне, когда смс-ку шлет, я уже знаю, какая-то, как правило, хорошая история. Наша сборная наших школьников на Всероссийской олимпиаде по химии заняла 3-е место. Впереди только Москва, Московская область. А еще на неделе наши школьники стали призерами олимпиад по экологии и обществознанию. Все это результат кропотливой работы по укреплению системы школьного образования, отметил глава республики.
Вообще, в целом, олимпиада движения республики, она из года в год только набирает такие обороты почти по всем предметам, не только по химии. Ну, например, вот наши экологи приехали по обществознанию, в каждом так предмете у нас работают наставники, это и школьные учителя, и наши тренеры республиканские, то есть на всех уровнях муниципалитеты заинтересованы в том, что дети выезжали. Не было бы крепкой материально-технической базы, не было бы таких успехов, считают эксперты. Башкортостан – один из лидеров в России по развитию инфраструктуры школьного образования. За последние годы в регионе построено 48 школ. Учебное заведение активно оснащается современным оборудованием. Это уже 8-й по счету форум школьного образования «Взлетай». Ежегодно по его итогам принимаются ключевые для отрасли решения. Среди них, к примеру, учреждение грантов для сельских учителей, создание полилингвальных школ, организация бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов. Форум проводится 8-й раз. И, знаете, такие значимые моменты, как переход на пятидневку, открытие школьных стоматологических кабинетов, диетическое питание для особенных детей, они получили свою поддержку и развитие не только в Республике Башкортостан. Я, например, 2 проекта представляла на Совете законодателей на федеральном уровне. Они вызвали огромный интерес для распространения и в других субъектах Российской Федерации. Этот форум также не обошелся без ключевых решений. Глава республики дал поручение разработать республиканскую программу по повышению престижа педагогических профессий. При этом Ради Хабиров привел в пример специальность врача, которая стала очень популярной после ковида. Тяжелый недуг стал причиной героизации профессии. Нам надо с вами задуматься над тем, чтобы вместе еще раз сделать так, что ваша не менее героическая профессия, она мирная очень, но она очень важная профессия, стала такой же значимой, такой же вот на слуху. Ваша задача такая же, чтобы когда в класс приходили мы и говорили, кем вы хотите стать, они вот так вот поднимали: половина врачи, а другая половина педагоги. Еще одним важным вопросом, который обсудили на форуме, стала организация профилактической работы по усилению мер безопасности и антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций региона. В завершение пленарного заседания лучшим представителям отрасли глава Башкортостана вручил государственные награды. Руслан Трагареев, Артур Ханов и Родион Матвеев. Итоги недели. Быть рядом с людьми, слышать их запросы и добиваться решения на местах. Более 200 депутатов разных уровней в возрасте до 35 лет со всей республики приняли участие в форуме молодых депутатов Башкортостана. Мероприятие прошло на площадке геномного центра Межвузовского студенческого кампуса. Программа включала в себя лекции и панельные дискуссии с участием представителей органов власти и приглашенных экспертов. С участниками форума встретился и глава Башкортостана. Ради Хабиров ранее отмечал, что молодые депутаты – это будущее управленческая опора региона, специалисты, которым в ближайшие годы предстоит развивать города, районы и всю республику. Смысл этой встречи, во-первых, довести до вас, наверное, какие-то базовые вещи, базовые задачи развития, современного развития нашей республики, какие задачи стоят, какие проблемы. Ну и в свою очередь я хотел бы послушать вас и понять, что вас волнует, что у вас в головах, какие мысли, какие у вас настроения, поэтому мне это, безусловно, очень важно. Очень важно, чтобы независимо от политических предпочтений, вы всегда все-таки в главу угла ставили, что у нас есть государство, у нас есть одна общая судьба, у нас есть наш народ российский, у нас есть мы все вместе, так? И об этом надо думать в первую очередь. Общение главы с участниками форума проходило в формате вопрос-ответ. Всего же в Башкортостане 549 молодых депутатов разных уровней, от сельских поселений до Государственного собрания. Это люди, которые уже сейчас работают с запросами жителей на местах, знают реальные проблемы территорий. Форум был посвящен не только обмену опытом, но и развитию практических компетенций, которые нужны в ежедневной работе с жителями республики. Наша задача сегодня увеличить представительство молодежи в органах местного самоуправления, в Госсобрании Курултая. То есть на сегодняшний день молодых депутатов 549 человек. Всего мандатов у нас муниципальных 8400, это около 6%. Мы ставим перед собой амбициозную классную задачу увеличить представительство молодежи до 25% во всех представительных органах. Я рассказывал про бизнес, про то, как он себя чувствует, про как вообще предприниматели взаимодействуют в какой-то социальной истории.
вот, как они помогают, либо не помогают, вот, и как могут депутаты как раз-таки повзаимодействовать с предпринимателями в своих городах, в своих селах, в своих районах. В селе Аскарово заработала новая детская поликлиника на 150 посещений в смену, которую в рамках рабочей поездки в Абделиловский район посетил Ради Хабиров. Медучреждение вывело на новый уровень заботу о маленьких пациентах. Также точками посещения главы Башкортостана стали другие ключевые объекты – молодежный досуговый центр и полилингвальная школа. Подробности рабочего визита в один из отдаленных районов республики расскажет Динара Таймасханова. Ручки вот так сделаем. Галия Белалова бережет детское здоровье почти 50 лет. Выбирать профессию долго не пришлось. В семье много врачей. Белый халат надела и ее дочь, а сейчас в медицинском вузе учится внучка. Раньше педиатр работала в детских отделениях, а теперь ведет прием в отдельной поликлинике. Такое у нас получилось просторное, светлое, теплое для наших детишек Абделиловского района. Им сильно повезло в таких условиях получить лечение. Ильшат Ибрагимов – отец 4 сыновей. Как папа, он рад, что его ребенка будут лечить в таких условиях. Поликлиника рассчитана на 150 посещений в смену. И здесь не только современное оборудование, но и светло, просторно. А значит, маленьким пациентам будет спокойно идти на прием. Поликлиника была меньше, а здесь сейчас все светло и ярче. Чистота, порядок. Игровая есть, чтобы дети отвлекались, поиграли, время проводили. Иногда создаются очереди, поэтому здесь удобно. И красиво все сделано, комфортно. Глава республики осмотрел здание новой поликлиники. Ее построили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Стоимость почти 750 миллионов рублей. Часть из федерального бюджета. Внутри дневной стационар, процедурный, блок неотложной помощи, кабинеты для приема физиотерапии и ЛФК. Вообще в это время строить очень непросто. И цены скачут, и перебои с финансированием бывают. Поэтому все это так достаточно сложно было. Но вот эту 6-ю поликлинику, которую мы должны были сдать, мы сдали. Следующая точка – молодежно-досуговый центр. Зданию больше 30 лет, но жизнь здесь бьет ключом. Кружки, секции, кинозал на 190 мест. Ребята занимаются спортом, обсуждают инициативы. С началом СВО действует волонтерский штаб. Здесь работают наши различные молодежные организации, такие как «Орлята России», «Навигаторы детства», «Движение первых», «Волонтеры Победы» и «Территория роста» команды «Движи». Мы проводим различные мероприятия в плане коворкингов, квартирников, дискотек. Стараемся прививать патриотическую часть нашей молодежи. Стараемся, чтобы молодежь была у нас. Не скиталась по улицам, а была только у нас и прикреплена к наставникам. Правда, центру нужен ремонт. Об этом и рассказали главе республики. Показали дизайн будущего обновления. Его разрабатывали вместе с молодежью. Сейчас центр участвует в конкурсе на капремонт. На него требуется около 24 миллионов рублей. На самом деле, знаете, как мультфильм-то про Чебурашку. Им же играть негде, совсем негде, да. Поэтому молодежи должно быть где поиграть, где потанцевать, где какие-то дополнительные, значит, навыки приобрести. Поэтому так здесь, я думаю, с ремонтом зайдем. А это настоящая гордость района. Полилингвальная школа «Хазина». Больше 600 учеников, плюс детский сад и музыкальная школа. 4 лингофонных кабинета. Таких больше нет в районе. А еще свой спортзал, мастерские и хореографический класс. Занимаюсь танцами я уже 6 лет. Выбрала, потому что так захотела душа, можно так сказать. Потому что мама у меня танцор, родственники с маминой стороны у меня все танцоры. И мне это тоже очень в душу запало, и я решила тоже пойти по стопам мамы. Первые полилингвальные школы открылись в 2019 году в Уфе. Далее проект по изучению языков распространился по всей республике. Здесь, в Аскарово, это 12-я школа, в которой углубленно изучают башкирский и английский языки в планах изучения китайского и арабского. В Аскарово Ради Хабиров встретился с главами районов Зауралья. Они озвучили проблемные точки, которые будут решаться. Также руководитель региона пообщался с местными предпринимателями, количество которых увеличилось. Если взять такой показатель, очень важный, который показывает состояние предпринимательства, у нас на 6-7% рост идет количество субъектов малого и среднего предприятия по сравнению с прошлым годом, вот за первый квартал. Вот тоже у ребят спросил, как. Да, не просто, но ребята работают.
По итогам поездки руководитель республики отметил, что Абзелиловский район перспективный и важный, где сосредоточены наша история и культура. Динара Таймасханова, Азат Ишбулатов, Руслан Галямов и Иван Шабрин. Итоги недели. Верующие отмечают главный православный праздник Пасху. В этот день произошло воскресение Иисуса Христа, как победа жизни над смертью. Празднику предшествовала Страстная неделя, период, когда верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа, от Тайной вечери до погребения. В субботу православные освящали куличи, яйца и другие угощения, готовясь к празднику. А ночью состоялось пасхальное богослужение с крестным ходом. Подробности в материале Анастасии Чебаевой. А вечерней порой, когда нет работы, нижегородские девчата водят хороводы. Что-то до боли знакомое и родное. Кажется, такие посиделки уже канули в лету. Но на кухне Валентины Саргаевой ежегодно в канун Пасхи звучат народные песнопения. А под них идет подготовка к празднику. Для подруг это добрая традиция, которая длится уже десятилетия. Вместе красят яйца, пекут куличи. То в одном доме, то в другом доме мы приходим, друг другу помогаем, и это украшать праздничный стол. Традиции есть не только у старшего поколения, но и у тех, кто годится им во внуки. Маленькие жители Нижегородки в пасхальное утро любят ходить в гости. Чуть ли не начиная с 7 утра, они уже с пакетами идут, заходят в каждый дом, в каждый двор, и где их тоже угощают. И мы ждем этот день, мы ждем детей. Вот я уже накупила конфет, купила яблок для угощения детям. И, конечно же, яички накрасим. И где-то у меня вот в прошлом году около 40 человек приходили. И они такие радостные уходят, дети, потому что для них это тоже праздник. И уразу, и на курбан-барашку режем, и яйца красим. Мы соблюдаем и те, и эти традиции. В семье Репаловых чтят две религии – православие и ислам. Александр – христианин, а Анна – мусульманка. Поэтому справляет праздники сразу двух вероисповеданий. Детей уже понемногу знакомят с религией. Семейная традиция – посещать собор Рождества Пресвятой Богородицы. Передавать своим детям, так скажем, традиции православия. Вот. Хоть у меня жена и мусульманка, дети мои православные, я также православный. Отче наш вот учат, и так как я тоже перед сном молюсь, они так случайно вышло, что они выучили и арабские молитвы тоже. Сначала я, а потом мама. То есть они по очереди читают, да? Читаю молитву перед сном вот вместе, и уже сын вот начинает тоже повторять потихоньку. Я считаю, что очень полезно, когда у детей в сердце есть Бог, на кого они могут положиться. В жизни очень хорошо, когда ты не один, а ты с Богом. Тогда все дается легче. Ты бы с истинной пищей подать благи тебе славу славим, все безначальным твоим Отцем, с пресвятым, благим и животворящим твоим Духом. Ныне и присно его веки веков. Аминь. Все дороги ведут в храм. Пасха – это торжество из торжеств. Верующие несут на освящение яства. Светлый весенний праздник. Для многих повод собраться вместе с заготовкой и раскрашиванием яиц. Тот случай, когда важен не только результат, но и процесс. И за традициями, знакомыми нам с детства, скрывается глубокий смысл. Пасху справляет воскресенье. Название дня недели говорит само за себя. Он назван так в честь воскресения Иисуса Христа на третий день после распятия. Это прихождение от смерти к жизни, от земли к небу. Мы торжествуем, что Христос воскрес. Мы это чудо признаем, так как мы православные христиане, и радуемся. Господь нам дает радость и веселье. И этим радостью и весельем мы, конечно же, восполняемся душею и сердцем. В рамках разумного, конечно же, веселимся дома. Можно и есть, и пить, в пределах всего разумного. Ну, конечно же, не забывать, что некоторые вещи приводят во грех. А от всякого греха мы должны отгребаться, и в этом же направлении воспитывая своих и детей, которых мы родили, и были инициаторами таинства крещения, и крестников, за которых мы дали обещание Богу о их духовном воспитании. Самое главное событие для православных происходит в ночь субботы на воскресенье, во время пасхального богослужения. В полночь под звон колоколов верующие с зажженными свечами выходят из храма. Шествие символизирует путь церкви навстречу воскресшему Спасителю. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущий на гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ.
Христос воскрес, воистину воскресие. Это традиция пасхального приветствия. Верующие передают благую весть друг другу. Поделиться радостью православные решили и через автопробег. Колонна стартовала от храма Святой Блаженной Матроны Московской. На Уфимских улицах раздавался колокольный звон. И мы хотим, конечно, выразить через автопробег свою радость. Именно радость воскресения Христова, поделиться этой радостью. Хотим также и осветить весь наш город. И, конечно же, каждого прохожего мы готовы обнять, окропить святой водой и возвестить ему светлую радость воскресения Христова. И со светлым праздником уж очень хотел поздравить людей один юный прихожанин. Поздравляю вас весь мир с Пасхой, со святой. Счастье, доброту и чтобы не болели люди. Воскресение Христа символизирует, что смерть не окончательна, а жизнь вечна. Это победа добра над злом. А главное, праздник учит нас не терять надежду даже в самые тяжелые времена. Верить, что сквозь, казалось бы, непроглядную тьму обязательно пробьется свет. Анастасия Ильчебаева, Балат Закирьянов, Вахид Халимов. Итоги недели. В лесах республики 8 апреля зафиксированы первые случаи возгорания. Они произошли в Белорецком и Бурзянском районах, а позднее на территории Зилаирского лесничества возгорание локализовали на площади свыше 15 гектаров. В ходе тушения оперативно отработали спецслужбы, пострадавших нет. В этом году лесничества вспыхнули на 2 недели раньше, чем в прошлом. Подробности у моей коллеги Алии Ильтубаевой в интервью с министром лесного хозяйства региона. С 8 апреля на территории Лесного фонда Башкортостана стартовал пожароопасный период. Хотя в республике идут проливные дожди. Есть ли здесь взаимосвязь? Этот и другие вопросы обсудим сегодня с министром лесного хозяйства Республики Башкортостан Маратом Шарафутдиновым. Марат Искандарович, здравствуйте. Добрый день. Пожароопасный сезон планировали открыть в республике после 10 апреля, но он стартовал раньше. В связи с чем? Ну, чтобы вы понимали, с 8 апреля уже открыт пожароопасный сезон. Произошли уже первые возгорания на территории Белорецкого лесничества и Зилаирского лесничества, поэтому, чтобы своевременно реагировать, чтобы наши лесопожарные формирования были уже в режиме повышенной готовности и готовы реагировать на любые ситуации, поэтому и был открыт пожароопасный сезон. К слову скажу, что на сегодня уже 3 возгорания, в том числе вот буквально вчера в Бурзянском районе мы потушили еще один пожар, поэтому я думаю, что с учетом текущей ситуации и мартовской жары, поэтому мы, наверное, приняли правильное решение, открыли сезон именно 8 апреля. Хотя действительно он для многих покажется, наверное, ранним, даже по сравнению с прошлым годом. У нас в прошлом году первый пожар произошел 20 апреля, то есть практически на 2 недели раньше у нас в этом году начались возгорания, именно в лесном фонде. В лесничествах республики уже зарегистрированы первые случаи пожаров. Давайте поговорим об этом. Какие силы привлекли? Касаемо Белорецкой и Бурзян, зона ответственности лесопожарной станции 3-го типа Белорецкая. То есть выезжали ребята оттуда. А непосредственно в Бурзянском лесничестве у нас как раз участок этой лесопожарной станции. Поэтому в Зилаире у нас своя лесопожарная станция 3-го типа. Она тоже оперативно отреагировала. Нужно сказать, что все пожары мы потушили в течение первых суток. За сутки мы не переваливали. В общем и целом при тушении пожаров было задействовано порядка 50 человек наших лесопожарных станций и наших лесхозов, и плюс порядка 20 единиц лесопожарной техники. Пока ситуация вот такая, держим на контроле. Чтобы ввести в курс дела наших зрителей, давайте немножко разъясним, что такое пожароопасный период. В лес ведь ходить можно, но есть свои ограничения. Единственное, при посещении лесов уже ограничиваются, предъявляются определенные требования по запрету разжигания костров, жарению шашлыка и так далее, и так далее. Следующий этап, чтобы люди тоже понимали, он все равно у нас будет вводиться, мы предполагаем, что с 29-30 апреля это уже особый противопожарный режим. Тут уже режим ограничений, он усиливается. Удваиваются практически штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. Следующее, если уже классы пожарной опасности у нас повышаются, и на протяжении последних 3 суток каждый день у нас происходит 1 или несколько пожаров, мы уже можем вводить ограничения на посещение лесов. То есть вот при таком режиме у нас местному населению, гражданам, туристам уже вводится запрет на посещение лесов.
Марат Искандарович, с 2021 года у нас в республике успешно работает система «Лесохранитель». Видеокамеры фиксируют дым и передают информацию уже диспетчерам. Вот насколько успешно реализуется эта система? Действительно правильно говорите. Сейчас у нас работает 22 камеры системы «Лесохранитель». По прошлому году эффективность достаточно высокая. Благодаря камерам мы не допустили перехода огня из других категорий земель. Более 30 таких фактов наши камеры отфиксировали, и мы оперативно среагировали, и с полей огонь не зашел в лес. С погрешностью 200 метров нам информацию эти системы лесохранитель выдают. Ну и, конечно же, мы на этом, то, что сегодня у нас работает, не останавливаемся. В этом году вот буквально, наверное, в течение месяца мы уже объявим закупочные процедуры на установку еще как минимум 35 видеокамер. Они будут, как и прежде, размещаться на вышках сотовых операторов, на вышках телерадиовещания, наиболее пожароопасных и горимых районах нашей республики. Опять же, предпочтительно наши районы Зауралья. Вот вы сказали о том, что планируется закупка видеокамер. А что касается техники? В этом году закупили ли новую технику? Или, возможно, вот в условиях современных технологий дроны как-то помогают? Одно другого не исключает. Действительно, вот мы по итогам первой генерации федерального проекта сохранения лесов, национального проекта, в то время еще, укомплектовали 100% по нормативам нашей лесопожарной формирования. Но, тем не менее, техника, она тоже ездит, у нее происходит износ. И в текущем году мы обновляем. Отконтрактовали уже 7 единиц техники. Это малые лесопатрульные комплексы, это автобусы для довоза личного состава. А то, что касается современных технологий, еще раз говорю, одно другого не исключает. У нас вот на сегодня на вооружении 31 беспилотный летательный аппарат, будем говорить, среднего, малого и среднего класса. Это не большие, не более 30 килограмм, они предназначены для мониторинга. Плюс беспилотные летательные аппараты, конечно же, применяются при мониторинге действующих пожаров. Учитывая нашу горную местность, рельеф и так далее, иногда не всегда удается спрогнозировать визуально, куда пойдет огонь или откуда лучше подъехать к кромке огня. Марат Искандарович, и завершая нашу беседу, давайте, наверное, напомним зрителям еще раз о том, в случае, если они столкнулись с лесным пожаром, что нужно делать, куда звонить. Наверное, уже из всех чайников и утюгов мы трезвоним, что у нас единый телефон лесной охраны 8 800 194 20. Более того, наша региональная диспетчерская служба Министерства лесного хозяйства работает в тесной связке с ЕДДС муниципальных районов. То есть на территории каждого муниципального района есть единая диспетчерская служба. Плюс мы работаем в связке с ЦУКСом, Центральное управление при МЧС по Республике Башкортостан. И любой телефон службы 112 даже, он все равно в любом случае мы этот сигнал получим. И при этом, если не обладаете абсолютно навыками какие-то тушения лесных пожаров, конечно же, не кидаться, сломя голову, на тушение пожаров, потому что несчастные случаи при тушении пожаров, слава богу, не у нас, и они постоянно происходят. Благодарю за приятную беседу, Марат Искандарович. Надеемся, что все будет хорошо. В эфире была Алия Альтубаева, программа «Интервью». Всего доброго. Циничный расчет, прикрытый штампом в паспорте. В Башкортостане суд признал недействительным брак погибшего участника специальной военной операции, заключенный за день до подписания контракта. Родители бойца не получили ни рубля из положенных выплат. Все забрала женщина, которую они считают фиктивной вдовой. А она, впрочем, это и не скрывала. Причем, как выяснилось, уже у ответчицы есть судимость за мошенничество. Подобных историй, увы, много. Как наживаются на участниках СВО нечистые на руку люди, в следующем материале. Настаиваю на рассмотрении дела сегодня. Сколько можно издеваться? У меня тоже нервы не железные. Ни у себя дома, ни на судебном заседании родители погибшего бойца, его вдову, и не видели толком, чему и не удивлены. Их сын был интересен женщине лишь до момента получения банковской карты, куда исправно приходила зарплата солдата. Вот только воспользоваться деньгами он не мог. Артем даже не знал, что карты оформлены были, смс-оповещение было по ее номеру. Он даже этого не знал. Как это удалось ей провернуть, я не знаю. Так как она работала в отделении банков, видимо, она умела это делать. Она списала у него все единовременные выплаты, 2 миллиона рублей. Он понял, что его обманули, когда уже начали списывать с карты
денежные средства. На это и был сделан расчет при заключении брака, уверены родственники. В зону СВО Артемьян ушел в феврале 25-го, а штамп в паспорте поставили за день до подписания контракта. Все в один голос подтверждают, с указанной женщиной он никогда вместе не жил и не вел совместного хозяйства. А о мошеннических действиях мужчина и сам заявил в одном из своих последних видеообращений, отправленных с передовой незадолго до гибели. И не могу в данное время приехать и подать в письменном виде заявление. Да, могу добавить то, что с ней были в сговоре еще 2 парня, но я их не знаю толком. Она все знает, она все может сама рассказать. К слову, махинации с чужими банковскими картами фиктивная жена проводила не впервые. В прошлом году суд признал ее виновной по нескольким статьям, в том числе о мошенничестве. Было установлено, что женщина, работая в банке, оформляла по чужим документам кредитки и снимала с них деньги. Однако с учетом смягчающих обстоятельств Фемида назначила условный срок. Родственники погибшего опасаются, что в этот раз женщина попытается уйти в зону СВО, чтобы таким образом избежать уголовной ответственности. Мне деньги не жалко, но его сына-то нету. Я тоже не для денег ростил сына. А получилось так, что деньги-то понадобились людям, другим, мошенникам. Она же не одна была. Она не одна, она работала в группе. Там еще известно, что еще одного парня вот так же отправили. Все деньги они сами получили. Караидельский межрайонный суд встал на сторону родителей погибшего солдата и учел аргументы прокуратуры при вынесении решения. Прокуратура направила исковое заявление в суд о признании брака недействительным и аннулировании записи акта о его заключении. Суд признал доводы прокуратуры обоснованными и удовлетворил их. Кроме того, в настоящее время расследуется уголовное дело о получении мер социальной поддержки в виде выплат. Схема с фиктивными браками ради наживы на государственных выплатах не единична. Вот похожая история в Учелах. После гибели участника СВО его вдова, состоявшая в браке всего 10 дней, отстаивает свои права на деньги. А узнали мы об этом, то, что вот мама ездила в ЗАГС, уже после похорон, то, что действительно, да, 7 февраля они расписались. Он ушел 17 февраля, а мы даже не в курсе были, что он женат, оказывается. Вот как понять, как вот она считается его женой? Он все время у меня жил, она не жила здесь, вообще с ней не жили ни один день. Однако случаи, когда брак признавали фиктивным, можно по пальцам пересчитать. Доказать это не так просто, говорят юристы. При этом на руку мошенникам работают и особые поправки. Если при обычных обстоятельствах для заключения брака необходимо ждать месяц после заявки в ЗАГС, то в случае с заключившими контракт военнослужащими действуют ускоренные сроки. Что касается молодого человека, который непосредственно обратился ко мне, ситуация была следующая. Он обратился, написал мне через социальные сети, сказав, что когда оказался в зоне проведения специальной военной операции, он осознал, что совершил ошибку. Почему? Потому что за 2 дня до заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации женщина, которая была с ним знакома, настояла на том, чтобы они заключили брак, чтобы пошли в ЗАГС, написали заявление и так далее. На тот момент он даже говорит, я был с похмелья, по сути, говорит, пошли в ЗАГС, подписали, и через 2 дня, говорит, я ушел. В этом случае он принял четкое, жесткое решение о том, что необходимо обязательно расторгать данный брак. Вот и получается, что пока мужчины сражаются за безопасность страны и защищают интересы Родины, в тылу разворачивается другая борьба за их деньги. Родители погибшего бойца из Караидельского района надеются, что все причастные к мошеннической схеме в отношении их сына получат заслуженное наказание. Ведь, очевидно, фиктивная жена действовала не одна. Ответить по всей строгости должны и сообщники. Артуш Мсудинов, Гузель Сидикова, Булат Садриев и Рустам Галямов. Итоги недели. 12 апреля в стране отмечают великую дату. Ровно 65 лет назад Юрий Гагарин навсегда вошел в историю, став первым человеком, покорившим космос. С тех пор Советский Союз, а затем и Россия закрепили за собой звание космической державы. Какое отношение к бесконечному пространству имеет Башкортостан и как в республике прошла неделя космоса, в репортаже Анны Морозовой. Спутники, ракеты, планеты, летающие тарелки и даже Салават Юлаев, словно парящие в окружении звезд. Все это детские рисунки, но без преувеличения. Каждый из них просто космос. К слову, именно с ним связать свое будущее мечтает Анвар Вагапов. Он мечтает стать космонавтом и любит... Какого космонавта ты любишь, твой любимый космонавт? Юрий Гагарин. Громко скажи. Юрий Гагарин. Да, он Юрия Гагарина любит. Несмотря на столь юный возраст, Анвар уже знает,
напоминает, что ровно 65 лет назад, 12 апреля, Юрий Гагарин навсегда вошел в историю человечества. В связи с круглой датой в стране впервые состоялась всероссийская акция «Неделя космоса». В рамках мероприятия в Уфимском планетарии в течение 7 дней проходили тренинги, концерты под звездами, астрономический диктант и мастер-класс по космической живописи. Наш художник Диана Кейматиновна подготовила специальные трафареты, связанные с космосом. И ребятам легко ими пользоваться и рисовать космическое небо. То есть на фоне, например, каких-то животных, узнаваемых объектов нашей столицы. Как будто ночью они находятся, и мы смотрим на звездное небо глазами детей. Погрузиться в бескрайний мир Вселенной и детям, и взрослым помогает Азамат Рахмангулов. Единственный в республике, кто создает уникальные полнокупольные программы. Я пытался создавать именно ту красоту, которую видел на фотографиях. И как раз, когда я увидел, что в планетарии нужен такой человек, который мог бы визуализировать трехмерные звезды, создавать галактики, я сразу с удовольствием сюда пришел работать. Сегодня программы пользуются спросом по всей стране. Новый анимационный проект Азамат готовит и для Уфимского планетария. Он посвящен культовой фотографии из телескопа Хаббл, на которой изображены колонны из межзвездной пыли. Уникальная анимация рождается на основе реальных кадров. Чтобы передать каждый элемент в точности, специалист изучает научные статьи и взаимодействует с сообществом ученых. И Азамат Рахмангулов не первый в республике, чья жизнь так или иначе связана с космосом. Этим аппаратом был снят Юрий Алексеевич на месте приземления. В объектив этого человека попали главные исторические события второй половины прошлого века под грифом «Совершенно секретно». Он проводил съемки в эпицентре первых ядерных взрывов, выжил после утечки радиации на подлодке и был единственным оператором, который снимал приземление Юрия Гагарина. Общаясь с космонавтом, он отснял 180 метров пленки и даже получил автограф. Так и написано оператору. Гагарин даже не знал, как зовут оператора. 12 апреля, 12.04.61 года. А звали оператора Махмуд Рафиков. Он родился 1 марта 1924 года. Во время Великой Отечественной войны трудился сварщиком на заводе. После вечерней школы поступил в Уфимский авиационный институт, затем перевелся в Московский вуз. Правда, диплом получил уже в Авгике, уж очень его тянуло к искусству. Предпочел Махмуд Рафиков документалистику, став уникальным свидетелем эпохи. Гагарин взял телефонную трубку и начал разговаривать с Никитой Сергеевичем. Я тут вот все снял длинными кусками, потому что Михаил Васильевич передал просьбу Сергея Павловича Королева снимать космонавта длинными кусками с тем, чтобы Сергей Павлович мог бы увидеть материал и сам лично убедиться о его физическом и психическом состоянии этого космонавта. Не стало кинооператора в 2018 году. И если Махмуду Рафикову посчастливилось запечатлеть первого космонавта на камеру, то уроженка Стерлитамака Анжелика Парфенова и сама мечтает пополнить ряды астронавтов. В 2023-м девушка стала участницей международного эксперимента «Сириус-23». Она и еще 5 исследователей провели целый год в изоляции в специальном модуле, имитирующем лунную станцию. Российская космонавтика продолжает укреплять лидирующие позиции на мировой арене. Запускаются спутники, реализуются стратегические проекты. Но каждый из нас помнит, что начиналось все в 1961 году с одного простого и знакомого всем слова. Анна Морозова, Ирина Кальянова и Азат Ишбулатов. Итоги недели. «Спорт без границ». В Уфе состоялась церемония вручения 12-й общественной премии Римы Баталовой «Молодость нации». Ее вручают спортсменам с ограниченными возможностями здоровья, тренерам и спонсорам, которые вносят вклад в развитие паралимпийского спорта и социальной адаптации инвалидов. Глава Башкортостана встретился с почетными гостями церемонии вручения общественной премии. Подробности в следующем сюжете. Поддержать лауреатов мероприятия в Уфу приехали олимпийские чемпионы, чемпионы мира, руководители спортивных федераций, депутаты Государственной Думы России и не только. Ради Хабиров выразил признательность руководителю фонда премии Риме Баталовой за вклад в развитие спортивной отрасли в республике и поддержку спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Он напомнил, что Башкортостан дважды признан самым спортивным регионом России. Во многом благодаря развитию инфраструктуры, появлению новых фоков, бассейнов, ледовых дворцов в городах и районах
республики. Также на встрече обсудили строительство в столице центра настольного тенниса и легкоатлетического манежа. Для понимания, вот порядка 10 спортивных объектов в моменте строится. 2 ледовых строится, значит, несколько фоков строится. Вот буквально 2 бассейна мы открыли в наших районах, поэтому сейчас у людей очень большая тяга к спорту. Борис Михайлович, нам вместе ждем от вас помощи, конечно. У нас в нашей инфраструктуре не хватает легкоатлетического манежа. Ну, вы знаете, проект есть, экспертиза есть, и, в принципе, есть и обращение к президенту по этому вопросу, поэтому очень надеемся, что построим. Будем обращаться в Российский спортивный фонд. Было так сказано, что инфраструктура по отдельным решениям может претендовать на финансирование со стороны Российского спортивного фонда. Вот, ну и, естественно, банковское финансирование через концессию – это тоже возможное решение для того, чтобы спорт развивался. Большое внимание в республике уделяется адаптивному спорту. И еще одно подтверждение этому – ежегодная премия «Молодость нации». Сама церемония – это праздник таланта и большой работы над собой. Она про тех, кто готов преодолеть любые преграды. Одним из таких людей является сама основательница общественной премии, 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова. 12-й раз мы выявляем наших героев спорта, паралимпийском движении. Это уже доказано не одним годом. Наши ребята выступают на паралимпийских и летних играх, выступали и зимних. Фантастическое выступление было наших паралимпийцев. Но они рождаются вот как раз здесь. Сегодня мы говорим не о каких-то отдельных количественных показателях. Мы говорим о том, что люди должны жить в среде, которая им комфортна. Что сфера спорта, здравоохранения, образования переходит на первый план. Из категорий финансируемых по остаточному принципу выходит на цель экономического развития. Я вижу, что здесь глава республики уделяет этому особое внимание, и мы видим результаты. В этом году победителей выбирали в 7 номинациях. И если практически во всех из них герои – это спортсмены с ОВЗ и их тренеры, то в номинации «Воспитать чемпиона» благодарностью в успехах атлета удостаиваются в первую очередь самые близкие. Так семья Костиных доказывает, что поддержкой, любовью и верой в ребенка можно вырастить успешного спортсмена, несмотря на нарушение здоровья. Благодаря усилиям родителей и младших брата и сестры Виктор Костин добился высоких результатов в плавании. Он стал призером чемпионата России. Безусловно, это, я думаю, что какой-то шаг на то, чтобы он развивался еще больше, еще лучше. И для него, конечно же, это тоже является некоторой мотивацией и радостным событием на сегодня. Вот. И, конечно же, будем продолжать, будем делать также упор, как это и было. Вот. И, конечно же, это все при поддержке, опять же, повторюсь, да, вот тренера и Министерства спорта, адаптивной школы Республики Башкортостан. Отметили дипломами и наградами благотворителей и представителей СМИ, освещающих проблемы спортсменов-инвалидов. Среди награждаемых были представители телеканала БСТ. Лауреатами номинации «Герои нашего времени» стали участники специальной военной операции, которые пришли в спорт. Каждый день в республику возвращаются наши ветераны специальной военной операции. И, конечно, для нас очень важно сегодня создать для них условия, в том числе в спорте. Что сегодня у нас делается? Во-первых, мы создали такие, скажем так, топовые команды, да, 2. Это первая — волейбол сидя, и вторая команда — это слэш-хоккей Булат. 12-я общественная премия «Молодость нации» еще раз показала, что заниматься спортом, расти и добиваться побед может любой, главное — захотеть. Пример победителей этой премии вдохновляет и помогает молодым спортсменам найти свой путь в жизни. Юлия Паршина, Гульфия Инчигулова и Равшан Артыков. Итоги недели. Далее мой коллега Руслан Шарафудинов расскажет о ключевых событиях минувших 7 дней в контексте личного мировосприятия. Смотрите его авторскую рубрику «Между нами». Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих выпусках. Оставайтесь на телеканале БСТ. Здравствуйте, в студии Руслан Шарафудинов. В эфире наша традиционная рубрика «Между нами». Неделя прошла под знаком образования, науки и высоких технологий. Все выше поднимаются футуристические башни межвузовского кампуса в Уфе, будущей безусловной гордости и достопримечательности города. В это трудно поверить, но то, что еще вчера оказалось научно-строительной фантастикой, сегодня на наших глазах прирастает этажами каждую неделю.
Когда к амбициям прикладывают волю, голову и системность, мечты сбываются. И как только уже сегодня не называют наш студенческий кампус Евразийского НОЦ, Уфа-Сити, Башкирский Оксфорд, Уфимская Кремниевая долина. Кампус точно станет местом не только для жизни и учебы тысяч студентов, причиной учиться дома для наших ребят, магнитом притяжения для соседей, но и крутой локацией для селфи всех уфимцев и гостей города. За последние годы в научно-образовательной сфере Башкирии произошли тектонические сдвиги, без преувеличения. Как пример, качественный рывок республики в школьном олимпиадном движении. На минувшей неделе очередные всероссийские олимпиады по экологии и обществознанию обернулись настоящим триумфом для наших ребят. В целом более 10 победителей и призеров. Башкирия уверенно закрепила за собой статус интеллектуального лидера. Секрет успеха в охвате участников и уникальной системе подготовки. Если раньше олимпиады были предметом заботы отдельных педагогов и энтузиастов, то сегодня в республике работает четко отлаженный конвейер талантов. Главное звено этой системы – Центр развития талантов «Аврора» в Уфе. Здесь школьники даже из самых отдаленных районов получают доступ к лабораториям и наставникам, чей опыт позволяет штурмовать сложнейшие кейсы по химии, физике или информатике. Башни кампуса растут, практически взлетают над землей. «Взлетай» – так называется и ежегодный, уже 8-й по счету форум педагогов республики, ставший одним из основных событий минувшей недели. Просвещение дух по-прежнему дарит нам множество чудных открытий. Диапазон обсуждаемых в рамках форума тем и вопросов самый широкий. От учебных стандартов и нравственного воспитания до искусственного интеллекта и 40-летней годовщины информатики как предмета. Мог ли мой учитель информатики родной уфимской школы номер 3 в далеком 86-м году представить себе, что через 40 лет чуть ли не главной проблемой для учебного процесса станут злоупотребление школьниками гаджетами, телефонами и теперь уже нейросетями? Он вряд ли. У нас и компьютеров-то не было. А вот учительница литературы вполне могла себе представить. Она фантастикой увлекалась. Но шутки в сторону. Отдельно и очень серьезно на форуме «Взлетай» обсуждался престиж профессии педагога и острая необходимость его повышения. Вопрос статуса и авторитета учителя в школе между нами не просто назрел, а уже нарывает. И трагедия, которая случилась 7 апреля в Пермском крае, где девятиклассник с девиантным поведением зарезал насмерть свою классную руководительницу прямо на школьном крыльце, тому доказательство. И такие вопиющие случаи будут повторяться вновь и вновь, пока учителя беззащитны перед современными школьными хулиганами и их, я же мать, родителями. Какой уж тут престиж? Причиной тому неопределенное состояние сегодняшних школьных учителей, которых чуть что делают крайними и родители, и собственное руководство, и органы. Так и складывается замкнутый парадоксов круг. Учительницу за фото в купальнике в отпуске на пляже могут уволить, а беременная 16-летняя школьница получает от государства денежную премию. И давайте уже признаем очевидную и простую истину. Главную ответственность за воспитание своих несовершеннолетних детей несут родители. Не школа, не улица и не спортивная секция, а родители. И если твоя сыночка-корзиночка хамит и провоцирует учителя до нервного срыва прямо на уроке, то виноват в этом не педагог, и не общественно-политическая погода, и не магнитные бури, а папа с мамой, которые забили на его воспитание. А главное, у учеников в школе должны быть не только права, но и обязанности. Понятие «учитель» гораздо шире, чем просто человек с педагогическим дипломом, который реализует учебные стандарты. Учителя, они ведь не только учат буквы разные писать, вычитать и умножать, хотя это тоже важно, а своими словами и поступками дают очень ценные жизненные уроки. Поэтому слово «педагог» должно звучать уважительно, авторитетно и престижно во всех смыслах. Но мы-то знаем, сколько ни говори халва, во рту слаще не станет. Поэтому к этим безусловно правильным словам надо добавить материальный и правовой статус школьного учителя. И об этом должно позаботиться государство, прежде всего на федеральном уровне.
Звонок школьной тревоги, он не только для учителя, он для всех. До свидания, дорогие друзья. Со светлой Пасхой вас. Христос воистину воскрес. А еще Он велел делиться не только с ближними, но и с дальними, добротой и любовью. Берегите себя и своих учителей. Все будет хорошо.